Всем привет! Привет, привет всем! Так, сегодня 19 крещение. В этот день, как принято, в проруби погружаться. Святая вода, потому что вот она, говорят, везде святая, так что ли, как я выяснил. То есть не обязательно в церкви, а можно еще и в принципе везде она святая. Можно набирать ее. Говорят, она стоит дольше, чем обычная. Не знаю, насколько это правильно, верно, но говорят. А иду в церкви. Кому интересно, как там, значит, вот, все выглядит, можете зайти на мой инстаграм, там ссылочка должна быть в канале быть, и посмотреть более красивые фотографии там. Вчера также собака, думал, бродячая, оказывается, это он выгуливают собаку. Вчера дошел до купели, которая вот в Якутске на реке Лена. Тоже кому интересно, вот получается, я вчера это видео уже опубликовал, на канале есть, там тоже в инстаграме есть фотографии, как выглядит все. Сегодня у нас что-то подморозило, хотя что-то я смотрел, что температура не ниже 40, но, по-моему, нифига не ниже 40. По мне так все минус 45. Вот, честно слово. Вот так прохладно, и туман сгустился. А у нас туман — это явный признак того, что похолодание за 40. Видите, да, что происходит? Это вот выхлопные газы, все от машин, потом дома же все это греют улицу, как говорится, да. Все же это куда-то выходит, все эти. Поэтому вот сгущается весь этот пар, и вот в виде тумана. То есть получается, что мы как бы в облаке живем, город, поскольку он находится в низине, в пойме реки Лены. И вот такой туманчик, когда за 40, да еще ветра нет. Вообще застой такой. Ну, обещали, я что-то читал, слышал, что если туманы такие, то у нас аэропорт закрывается. То есть самолеты не могут приземлиться из-за плохой видимости. Вот такие дела. Но это всегда, это каждую зиму, в принципе. А сейчас-то как-то самолеты еще садятся, а раньше, я помню, раньше самолеты садились на запасной аэродром возле Якутска в Магане. Поселок, который в 16 километрах от города находится, на горе. Там тумана не бывает. Значит, и вот там. Сейчас они, если уже не садятся там, а если куда-то вот, аэропорт не принимает, то они либо в Мирный летят, либо в Нерюнгри, Чульман, ближайшие от Якутска аэропорты. А это расстояние немалое. Там где-то минут 40 лету до них от Якутска, если на
большом самолете каком-то скоростном. А если на маленьком, то еще дольше. Так, ДНС зайти. Тут здесь никаких этих нету. QR-кодов. Маленькая площадь, наверное. Народу сегодня поменьше. Зашел погреться. Опять. Вот сюда. Так, что мне надо было здесь? Флешки. Батарейки. Вот у меня такие надо было. Целый набор батареек. Такие вот. Угу. Так. Посмотрите. Здрасте. Что за компьютер? Что за телефончик такой? Прикольный. Samsung. За 9990. Ну, хороший. Камера хорошая. Он подорожал, что ли? Он дешевле или столько стоил? Сколько у него памяти? Памяти у него 128. Всего вот зовут 12 гигабайт. Да, что-то дорого. Это что у нас? Раскладной. О, прикольно, да? Раскладная раскладушка. Так раньше эти были кнопочные, сейчас вот этот смартфон. Вот сколько. 90 стоит. Нормально. Так, тут что у нас? Компьютер. Что нормально? Комп-то стоит, ну вот. Dell 170, да? Типа игровой, да? 16 гига, 1 терабайт SSD. Не понял, видеокарта, да? Хорошая. 10 гигабайт Radeon RX. Да, видеокарты подорожали. Поэтому это вся компьютерная фигня тоже подорожала. За этих майнеров, здрасте. Дешевенький какой-то Asus. Ну, конечно, не увидели. Видюхи это нормально. Но уже более-менее с видюхой, он дороже. Вот. 128. GeForce RTX 3060. 6 гига. Фух, жарко мне здесь. Интересно, будут они еще расти в цене? А вот какая-то модель. Hewlett Packard. GeForce 1654 гига. Слабенький. Так. Что тут еще хорошего есть? Планшеты. Помню, сейчас планшеты мало кто использует. Кто их сейчас использует? В основном все на смартфонах сидят. Так, что у нас? Тоже новая, дешевая. За 20, 30, 40 тысяч. Да, несерьезно. Так, что тут у нас еще хорошего есть? Так, мышку мне надо посмотреть беспроводную. Хорошую мышу. Проводная. Надежно. Проводная. Все тут проводные, что-то одни. Провод этот путается все время. Неудобно. Всегда мышь 13 999. Basilisk Ultimate. Вот беспроводная за 14 тысяч. Hyperspeed. Коробка такая прочная у него. Ну да, мышка за 14.
самое, да? Вот это что такое? Проводная, все проводная. Видно, все проводные. Вот это вот что такое? Вот. Беспроводная оптическая мышца с аккумулятором LED подсветкой. До 20 дней без подзарядки. 1200. Интересно, ну как качество у нее. Боковые кнопки. 10 метров. 1600. Вот они аккумуляторные получаются. То есть батарейки. 20 дней зарядил и пользуешься с подсветкой. Понятненько. Ну что да? Вообще такая проводная. 6500. Так, что еще тут хорошего можно найти? Мышь проводная. Игровая, 600 рублей, все дешевая какая-то. А вот есть. Без провода та же самая, да? Или здесь вот есть. Мышь проводная, беспроводная, проводная, беспроводная. Такая. Так, и что? Это обычная мышка. Просто в такой упаковке. Непонятный. Так, где-то... А, вот беспроводная, да? 1250. Pixart. 14 дней без подзарядки. А, тоже аккумуляторные. Они сейчас пошли уже. Батарейку не обязательно. Универсальная. Со встроенной подсветка. Слушайте, усталые ломаются постоянно. Не поймешь, что лучше, какая лучше. Кнопки у них начинают залипать, заедать. Так, а это что у нас? Это уже что-то не то, да? Так, ну, компьютеры, системные блоки можно целиком сразу взять. Что тут? 12, ну тут нормально, 117, 118 тысяч. RTX 3060 Asus ROG. Ну, i5 11 поколения, да, 16 гигабайт памяти. Видюха. Да, вот из-за этих видюх и корпус тоже прикольный. Что-то этих уже приводов нету, что ли, никаких. Не види там, как раньше было. Какой тонер большой. Сколько можно заправлять. Большая бутылка. Так, что у нас с этой стороны есть? О, колонки. Ну, нормальная колонка такая. Домашняя аудиосистема. Sony. Думаю, соседи будут рады такой колонке очень даже. Ну, это что-то вообще дешевое. 6-7 тысяч всего. Маленький. А вот JBL, да, у нас вот это вот 22 тысячи Party Box 100 ватт. 2500 мАч. 6 часов работы. Регуляторы какие. Обычные, это что? Просто оттаскать его на себе. Прикольно. Обычные. Тимбраму есть. А что домашние Dexp. Dexp это непонятно что, да? Хотя он дешевый. LG-шка. 28 500. Вот такая бомбина. X-Boom. Вон, наверное, она звучит. Ее где-то на улице надо включать.
Так, а это что, JBL 42 000. Привет, привет. Всем привет. Люблю море, привет. Купаться пойдем? Ну, я уже вчера ходил. Море, привет. С праздником Крещения. Купаться будешь в ванной? Ну да, я вчера окунался, в принципе. Сегодня тоже буду окунаться. Поэтому JBL 42 240 ватт. О, нормально. Это хорошая штука. Для дома. Самое то. Так, что тут еще хорошее? А я сейчас только с церкви. Там взял святая вода же сегодня у нас. Поэтому подходишь с бутылочками и набираешь святой водички. Так, а тут что? Тут уже маленькие что-то ушки. Ушки на макушке. Что-то дешевка какая-то. ТВСовские. 1000 рублей всего. Наверное, работают 2 часа. Потом заряжать надо. Все плохо. Это хорошие наушники. Вот эти вот. Marshall. 25 000. Bluetooth. Коробочка хорошая. Частотная характеристика даже есть. Мешочек в комплекте. Нормально, да? Какие надо брать? Так. Сейчас дальше пройдем. Погуляем. Так, там телефоны. О, игры для бездельников. Мочи монстров. Мальчики. 1000 рублей. Я даже не знаю. Гарри Поттер. Ой, сейчас упадет еще, и мне платить придется. Осторожно надо. А это кто такой? Рик и Морти. Тоже игра настольная. 1000 рублей. Так, у котка за сыр пицца. Картографы героя. Дополнение для игры. О, парк юрского периода есть. Анатомийский парк. Настольная игра. Анатомический парк. Это как анатомический? Типа скелеты или что там? Органы. Прикольно. Да, что только не придумал сейчас. Так, о, лампочки, да? Лампочки. А где тут умные? Переумные, чтобы утром рано включались и будили своим светом. Так, это куда-то я зашел. В электроинструменты. Так. Паяльник мини. Какой интересный паяльник взять, что ли? От чего питается? 12 вольт. Блок питания. Без блока питания. Так надо такой разъем еще, какой-то переходник. 12 вольт. О, тепловая пушка. О, если вам холодно, берете такую и греетесь. Где там снега нападали? Вот тепловая пушка. Самое то. Она вам будет тепло генерировать. Хорошо и быстро. Так, что тут еще? Интересно. Кофеварки. Где тут кофеварки? Вот они, да? Вот что-то дешевая какая. 1900. 2000. Смешная цена у нее. Почему такая дешевая? Это тоже 2000. О, дискаунт. Целых 400 рублей. Обалдеть. А что такое? Кофемашина капсульная. Это что ли? Тут вода наливается. Задом наперед стоит.
Вот Диоджи 38. Вот так сделано все. Более-менее металл типа, да? Редмонд 40. Приготовление напитка одной кнопкой. Это автомат уже целиком. Это капучинизатор, молочко вспенивать. Так, капучино. Это что, капучино делает? А это что за чудо? Невона. Кофе романтика. 58 тысяч деревянных. Что-то я посмотрел, доллар опять. Фу, подорожал, да? 69. Жарко мне. Надо, короче, выходить отсюда. Так, зубные щетки. Вот сюда надо, да? Какие-то у меня зубная щетка, и у нее вот эти вот насадки уже кончились. Израсходовали. А я не помню, как называется. Модуль насадки. Даже по интернету, наверное. Вот тут продаются, но непонятно, что. Я не помню, какая модель у меня. Этого щетки. Так, ладно. О, массажеры. Массажеры. Спину массировать, прикольно. Это что такое? Массажер, подушка. Там валики крутятся и спину. Больную ревматическую спину вашу массирует. Выпутываем отсюда. А то говорят, корона зверствует на свете, да? У нас всякие опять ограничения начали вводить. Так, почитаем. Тут никто не смотрит, никто не хочет смотреть. Привет, Сима ZXC. Привет, привет. С праздником крещения. С праздником, да, крещения. А, в ванне окунусь. Ох. Ну, кто говорил, что у нас сегодня 37 градусов? Ну, нифига не 37. За 40, блин, точно. Этих метеорологов слушать тоже последнее дело. Вот я как выхожу, сразу ощущаю на улице температуру какая, с точностью до 2 градусов. Так. Как дела? Дела? Ну вот, с церкви иду. Преображенский храм ходил, там же сегодня святая вода. Значит, вот, взял с собой пустые бутылочки и набрал их. Набрал. О, блин, не успел. Сейчас вот возвращаюсь, поэтому решил вот постримить немного. Кому интересно, как выглядит вот там убранство внутри храма, вот это, где святая вода, это, можете перейти на этот Инстаграм и там посмотреть. Там у меня два, значит, Инстаграма. Один Инстаграм я забыл пароль какой. И нифига восстановить не могу. Поэтому пришлось второй Инстаграм завести. Вот там я пополняю фотографиями. Машинки стоят. Так, тут у нас, короче, большие магазины. Большие. Вон там даже елка наверху. Видали, да? Саха Экспо Центр. Kitchen Land Home. Ни разу не заходил сюда. Топ-топ. 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 Топает малыш. Так, ну машин значительно меньше. Я тут ходил перед Новым годом. Тут вообще был апокалипсис. Этих машин было жуть сколько. Вообще жуть.
Все как раз как сумасшедшие что-то ездили, покупали всякую ерунду ненужную. Уже люди не знают, что купить. Уже все есть, уже не знают, что купить, что подарить. В принципе, человеку-то и немного надо. Еда, основные продукты, лишь бы только они были качественными, качественное было питание. Потом что надо? Одежду такую тоже натуральную, ХБшку там шерстяную, без химии лишней. Сум, Якутск. Видите, все по-иностранному написано. Как будто бы я не в Якутске, а где-то там, где-то за границей. Такая вот тут музон тут играет, не в тему бич-блогеров, да, музон. Монетизацию могут мне снять за эту музычку нелицензионную. Так. Ой, что-то пальцы стынут. Давайте зайдем с вами куда-нибудь вот сюда вот. Пекарня. Вот она закрыта, свет выключен. Пекарня закрыта, придется внутрь заходить. Я рукавицы не одел, иду так вот, как этот, не знаю кто. А пальцев можно лишиться. Как потом без пальцев жить? Так, что тут? Вход в торговый центр, вон только в маске и перчатке. О, нифига там, смотрите. QR-код проверяют. Видали, да? QR-код не пускают. У меня есть QR-код. Я распечатал на листик. Это представляете? Я иду, допустим, да? Вот, смотрите, какой хороший обогреватель. Вот это вот вообще весь обогреватель. Короче, я QR-код распечатал на листике, потому что, вы представляете, если у меня телефон замерзнет, да? Все. Я не смогу его включить тогда и никуда не попаду, если потребует. Там же и банковские карты, если у меня они. Я туда их зашью в телефон и буду оплачивать. Телефон замерзнет, я что буду делать? Ой, привет, скажу, да? Извините, у меня телефон замерз, не могу с вами рассчитаться, да? Поэтому надо все иметь в бумажном или вот такой карту настоящую. А лучше вообще наличку иметь. Ладно, пошли все. Лучше now. Вот, давайте спустимся вот по такой интересной, как это, спуск, да, такой, для колясочников, для колясок. Оп. Поэтому лучше наличку с собой таскать, ну хотя бы немного, конечно. Налик нигде не повредит. У нас даже вот магазин, не буду говорить какие, да, но там, если ты наличкой расплачиваешься, то есть не банковской картой, да, а вот бумажками, там скидочка 20%. Представляете? Ого, нормально, да? Вот. Так. 20%-то это как подарок, считаете? Так, куда мне пойти? Сюда пойти, да? Сюда пойти. Так, это мы ходим тут с вами рядом с мэрией. Мэрия. Вот она, мэрия. А тут я уже 100 раз ходил. А у нас в городе-то где ходить еще, не знаю. Если только куда-то на окраину города уйти и там что-то снимать, но там мало интересного, потом там может быть с освещением плохо. Освещение плохо, и соответственно, что там, я вот в такое время ничего толком и не настримлю. Никто ничего не увидит. Вот наша вот это вот. Сколько километров до какого города?
Что-то они вообще все инеем занесло и не видно нифига. Точно, да? Все вон они замерзшие такие стоят, эти флажки показывают, сколько километров. Вот лавочка, смотрите, можно присесть, посидеть. Никто не хочет. Люди, в минус 40 на лавочке можно полежать даже. Вот так взять, лечь. Как ляг, так и не встал, да? Как лег, так и не встал. Красиво здесь. Все так заснежено, туманно, сказочно, да? У меня такое ощущение, что и Новый год вообще не кончается в Якутске вообще. Почему-то можно до конца, я не знаю, до середины февраля вот морозы, морозяка. Ух, смотрите, видали, прямо на улице продают вещи, а это теплая остановка. Можно зайти, вот если у вас нос отваливается, здесь постоять, погреться. Вот тут киоск даже какой-то там есть, и можно даже что-то купить, пожевать. Дневник коренного крымчанина. Здравствуйте. Приветствую вас с Крещенского морозного Якутска. С праздником Крещения вас. Там у вас в море можно прямо окунуться. Я знаю. Но, наверное, не погода опять, да, у вас? Поэтому мало кто. У нас тоже 40 градусов. Но я вот сейчас в церковь сходил с бутылочками воды. Там святой набрал. Сегодня можно набирать. Сейчас вот возвращаюсь и решил постримить. Я думаю, что делать-то? Так. Елена Плеханова. Тима, заверните, пожалуйста, на Октябрьскую. Октябрьская, слушайте, Октябрьская, это вот мне туда надо идти. Там у нас 1000 мелочей, да, автовокзал на Октябрьской. Это мне далеко. Здесь вот я могу вам сказать, какая улица. Это улица. Вода в море плюс 11. Ух ты! Ну так это же тепло. У нас, я вот вчера на Купель ходил на Лене, да? Там в двух километрах где-то она на реке от города, да? Я там водичку потрогал, короче. Ну, градуса 4, наверное. Не больше, если не меньше. И люди ходят, погружаются в такую вот... А там вода же проточная, река. Она не стоит, поэтому не нагревается. Но я ходил позапрошлый год, окунался, да, в эту прорубь. Да, прохладно. Привет, Тима, с праздником всех, с крещением, да. Всех с крещением. Сегодня святую воду вот ходил, набрал. Это у нас центр города. Такой туманчик сегодня. Температура, ну, за 40, ага. Где-то 40, так вот, минус, конечно. Машины вот создали вот такое количество тумана. Это у них выхлопные газы, да, от домов еще пара идет, естественно. При температуре за минус 40 он начинает сгущаться, и вот в облако такое. И мы, считайте, всю зиму Якутск вот в облаке таком. Вот это вот мэрия, здание мэрии. В этом году, кстати, юбилейный год будет для Якутска, Якутии. То есть городу 390 лет. 390 лет, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну да, круглая дата. То есть 10 лет еще до 400 лет. 400-летие города образования Якутска. И 100 лет с даты образования республики. Ну, тогда в советское время это была Якутская автономная советская социалистическая республика. А сейчас это республика Саха-Якутия, как знаете, да? Изображение нечеткое. Но это туман, если только. Или может быть, ну,
тут связь должна быть хорошая. Связь должна быть хорошая. Не четкая, это туман. У нас, понимаете, туман. Потому что холодно. Вот люди ходят. Это люди ходят. Конец рабочего дня сегодня. Кстати, народу меньше стало. Знаете почему? Потому что детей, значит, кроме 9 и 11 класса, всех посадили на удаленку. На Ангарском перевале снег, в Алуште солнечно, холодно, +2. Ничего себе. Да, я видел, у вас там в Крыму, короче, какой-то трэш вообще. Там вот в Ялте вообще машины не могут ехать, потому что вот этот снег, и они просто не могут по горам, вот по этим дорогам ехать, и заторы, короче, вообще ЧП, да, я так понял. Сейчас. Так, почитаем чат. Здравствуйте, Саргалана Алексеева. Спасибо. Здравствуйте. Всегда смотрю ваши ролики с интересом. Желаю дальнейшего процветания вашему каналу. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо большое, Саргалана. Вам тоже с праздником. И вам тоже здоровья в первую очередь. Здоровье и еще раз здоровье. Все остальное прибудет со здоровьем, да? Так, как говорится, сейчас вот у нас опять новые ограничения, там какие-то опять пики пошли. Ладно, бог с ними. Так, что там еще кто пишет? Снежная каша. Да, вот снежная каша я видел там, короче. И, Ялту там кто-то снимал, там заторы, и вот машины встали и вообще не могут. Она просто не может поднять, и вот это скользит, и все, короче, полный апокалипсис, да. Такая беда. Наверное, все растает это. Чего уж, прямо. Наверное, все растает. Здесь у нас большой торговый комплекс. Вот, и я просто тут мимо проходил. Уже пустили маршрутки. Да. Значит, подтаивает, да, это хорошо. Это хорошо. У вас там тепло. У нас-то холода еще, вот эти морозы за -40. Это январь, февраль. Вот еще 2 месяца. Еще 2 месяца вот будем вот так мы жить в Якутске. Вот перекресток улицы Курашова и улицы Ленина. Проспекта Ленина. Вот много людей сейчас ходит после работы. Возвращаются. Детей посадили, господи, на онлайн обучение. Давайте еще с вами пройдемся, погуляем вперед. Я уж телефон как могу держу 2 руками. У меня рукавицы, я не могу по экрану водить. Так, интересно, эту рыбу тут уже продали? Рыбку тут продают на улице. По-моему, нету его. По-моему, куда-то ушли они. Да, вот здесь вот обычно прилавок и рыбу, там заморозку, ягоды какие-то, мясо продают тут на этих прилавках прямо. А здесь вот можно прямо на улице купить себе рукавицы, носки, пожалуйста, шапки, вот прямо на улице. Представляете, у них тут магазинчик-то маленький, и они вот эту вот вывеску, витрину на улице сделали. Молодцы такие, конечно. Так, идем дальше. Бриллианты. Вот, пожалуйста, вот бриллианты Якутия. Здесь вот куча бриллиантовых магазинов. Золото, бриллианты, скидки были хорошие. Хороший интернет. У нас, я самый центр, да, это проспект Ленина. Да, по городу в целом, в общем, нормальный, да. У нас равнина здесь, мы же в пойме реки находимся, тут гор вообще никаких нет. Горы у нас вот туда, если сопки, вернее даже сопки, да, где-то высотой так 80 метров они, над уровнем поймы реки, если. Вот там уже, когда едешь, там интернет начинает пропадать. Потому что уже когда в низинку заедешь, там интернет пропадает. А здесь равнина, тут у нас
Хорошая связь сотовая. Проблем особых нету. Так, что у нас? Это товары для здоровья. Вот, пожалуйста. Стоматология. Мой любимый магазин с брюликами. Люблю море. Да, тут у нас вон этих магазинов куча целая. Сейчас еще вам покажу, если телефон не сядет. Сейчас тут их целая куча. Там 2 бриллиантовых магазина. Вот золото, ломбард 585. У них скидки, кстати, были вообще что-то процентов 80. Вот Туймада Diamond. Вот. У них 70% распродажи. Вон там дальше Apple Diamond магазин. А здесь вообще вот это вот все КРГ, это ювелирный торговый дом. Ювелирный. Вот это все на всех этих этажах там продают изделия всяких драгоценные. Там интересная есть у них экспозиция. Там вот это вот старинная какая-то юрта или что-то такого плана. Не юрта, а как это называется? Дневник сделали совместный стрим профессор Легала очень сильно. Да, я же был, присутствовал, да, на нем. Вот здесь вот у нас серебро, да, золото на первом. Студия красоты, 4-я ювелирная мастерская, банкетный зал, ресторан. Ух ты. Да. Вот тут вот. Вон там у нас что такое? Золотник плюс вон там, пожалуйста. Ломбард там же. То есть вы можете золотишко подкупить, а потом у вас денежки понадобились, и пошли его это самое. Золотишко это заложили. Потом выкупили, когда надо. Apple Diamond. Вот бриллиантики тоже. У них тут заманивают скидочками 62%. Ну, большой магазин, тут маленький у них. А большой магазин у них на улице Аюнского. Там 3-этажный, по-моему. Торговый дом там у них, ё-моё. Заходишь, и все бриллианты, просто одни бриллианты. Так, это вот мы сейчас выйдем, не выйдем. Я чувствую, сейчас телефон вырубится. Если телефон выключится, да, вы сильно, значит, не пугайтесь, значит, у меня телефон просто замерз. Я же давно уже не заходил никуда. Обычно, когда я стримлю по городу, я захожу, значит, в какие-то здания и там отогреваюсь. Отогреваю телефон, потому что он у меня без термозащиты, естественно, замерзает довольно быстро. Так, вот. Ой. Так, ну вот это вот гостиница Лена. Вот кто приезжает, может здесь поселиться. Здесь гостиница Стерх. Вот это площадь Орджоникидзе. Вот видно, там елка. И вот этот фонтан такой укрытый тоже. Красиво так. Ага. Так, здесь, вот здесь еще есть магазин какой-то. Ювелирный салон. Вот, да, здесь ювелирный салон. Ну что, он не работает, что ли? И надпись такая вот здесь. Драгоценности Якутии. Ну, пожалуйста. Так что тут с мешком денег приезжайте и накупите себе драгоценностей. Если вам, конечно, нужны они. У меня вот вообще нету ничего такого. Не знаю, зачем это вообще все нужно. Эти побрякушки на себя цеплять, я не понимаю. Ну, кому-то нравится. Золото типа считается там престижно, типа богатый. Но сейчас, по-моему, богатство другими способами
мерятся. Золото на себя цеплять — это цыганщина. Цыганщина. Вот цыгане любят там зубы золотые все вставить или там вешаться побрякушками всякими. Как новогодняя елка, так я хочу пройти сюда. Ой, погреться надо. Ну что, я чувствую, у меня телефон вообще дубеет конкретно. Дубеет. Тут обогреватель. Шумно, наверное, да? Обогреватель. Тут калорифер вот висит наверху у них. Вот. Слабенький. Тепла маловато. Лучше сюда зайти. Тут даже можно посидеть. Посидеть можно. Ну, кофеек здесь не дают. Жалко. А так вот можно посидеть. Зашел немножко постоять. Ну, сразу смотрите, у меня потеет камера. Запотела. Надо протереть ее. Где она, кстати? Вообще что-то запотела. Вообще посетителей никаких нет, извиняюсь. Протереть надо. О, лучше, да? Вообще никого нет. Просто людей нету. Рост деньги. Быстрые деньги. 30 тысяч рублей займы за 10 минут. Вот можно тут денег занять. Тут, правда, проценты большие. Да, они даже работу предлагают. Федеральная компания. Рост деньги. Да. Так, немножко погрелся. Телефон немножко погрелся. А его надо дольше тут сидеть, чтобы полностью прогрелся он. Вообще инеем покрылся экран. Вообще инеем. Я не знаю, что я с телефоном делаю, но однозначно это для него все не очень хорошо. Так, ладно, давайте, вам тут скучно. Пойдем на улицу. Я думаю, еще немножко постримлю, пока он меня не вырубится сам от морозу. Вова. Так, ну что, пошли туда. Я думаю, ой, дойду. Ну, в Якутске еще вот так темновато у нас. Хотя сейчас день идет на рост после вот Рождества вот этого католического 24-го. Уже день растет, но все равно светает поздно, а закат рано. Поэтому такое туман, да еще темнота. Вот это вот немножко все тоскливо. Что делаешь? Так, кнопку нажимаем. Нажал. Ждите. О! Даже она говорит, слушайте. Не знаю, видно, нет? Слышно? Слышно ли? Ну, короче, она еще говорит. Загорелся зеленый сигнал светофора. Можно переходить. Можно переходить. Вот тут цветы у нас продают. Пожалуйста. В Якутске. Вот тут куча такие разные игрушки. Вон они, цветоли. Букеты с цветами. Кто любит. Так, ну что, давайте вот сюда вот в Крещение пройдем. На елочку посмотрим. Так. Ух. Вот здесь вот такая аллея. Ну, это площадь Орджоникидзе. Тоже когда-то на этой площади был такой площади не было, а был пятак. То есть тут вокруг дорога была разъездная. И все подряд здесь автобусы останавливались. То есть если куда хочешь уехать, вот на площадь Орджоникидзе, и тут можно было на любом автобусе куда угодно уехать.
А сейчас здесь площадь вот такую сделали. И просто дорога. Вот, смотрите. Прямо как в Москве. Вот там где-то есть у них недалеко. Вот так вот повесили. Помню пятак. Да-да-да, был вот здесь. Главное, чтобы выйти мы не замерзли. Я-то одет хорошо. У меня специальные штаны. Вот морозоустойчивые такие. Специальные. Я в них могу вообще ходить. Без проблем долго. Варежки, вот смотрите, какие варежки. Вот такие варежки. Смотрите, красота какая. Огромная. Поэтому я не замерзну. На лице маска у меня. Маска, кстати, согревает. Тем более сейчас это опять требует. Заходишь когда куда-то. Там маски обязательно, иначе тебя не обслужат в кассе. А вот у нас фонтан. Видали, да, как фонтан заделали? То есть на зимнее время они его вот так вот. Вот такая вот большая. Ну сколько это тогда? Очень много миллионов типа рублей истратили. Но это уже лет, наверное, ему 8. Точно лет 8, как минимум. Много миллионов истратили. Что-то говорили люди, зачем, типа. А он же вот стоит до сих пор, в принципе, и радует жителей города. Так что вот эти вот украшения, да, если они надежные, качественно сделаны, они только в радость. Блин, все, заряд 10% включить. Короче, давайте быстрее пошли. Все, у меня телефон замерз. Вот елка здесь. Елка. И я сейчас покажу вам. Сейчас у меня все вырубится нафиг. Тут зайти-то негде. Телефон у меня промерз вместе с аккумулятором. Мне надо ставить, короче, прилично. Так что сейчас стрим я завершу. Вот это якутский Дед Мороз и якутская Снегурочка. Чисхан и Харчана. Вот тут подсветочка, смотрите какая. Во. Сама елочка вот такая вот. Шикарные узоры здесь. Такие вот. Вот. Так. Вот такой вот сверху головной убор. Вот такой вот. Приятно видеть заботу о жителях. Ну да. И вот здесь, смотрите, вокруг ледяной забор. Вот такой вот. Изо льда. Да, вот это вот горка, к сожалению. Ну, сейчас пандемия, да, у нас. Это онлайн. Все дома. Дети, поэтому она никого нету здесь. А так тут обычно детишки снуют кучами. А вот это вот ледовые фигуры здесь. Ледовые фигуры вот эти вот, которые сделали. Вот они тоже с подсветочкой все. Я вот не пойму, куда... Это же олень, куда рога-то у него делись. У оленя. Вот это оленевод, я так понял. Теперь какой-то верблюд или кто, я не знаю. Зачем вот рога обломали, бедолаги? Ё-моё. Ну, вот такие вот здесь скульптурные композиции изо льда. О. У этого тоже что-то рог обломили вот с этой стороны. И руки нету. Ё-моё. Все. Все. Будем прощаться 2%. Все, я завершаю стрим. Всем вот это на елку наведу. У меня 2%. Все, телефон замерз. Прекращаю. С праздниками, с крещением. Всем желаю здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Пока. Завершить трансляцию. Окей.